У нас есть такая поговорка «Урусмен гулешкенде, артанан болтатут». Когда ты разговариваешь с русским, за спиной держи топор. Золото добывает и после себя оставляет лунный пейзаж. Потому что у нас Республика Башкортостан очень богатая. У нас мед один из лучших в мире, и он входит в рацион космонавтов. У нас крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в Европе. Не москвичи, не петербуржцы едут на войну, а именно наши народы вынуждены погибнуть за идею русского мира. Там есть такой вид пыток, когда там связывают, поднимают и копчиком бросают об бетон. Они бы вот так сделали концлагеря и засунули бы всех башкир, татар, любых народов, чтобы освободить земли и заселиться самим. Еще многих обманывают. Да, это обман. Черножопые, узкоглазые, понаехали сюда, вот не могли найти русскую, что ли. И когда они станут верховного вот этого смотрящего, все посыпется. И вот тогда у нас появится шанс взять власть в свои руки. Башкортостан – окупована республіка з населенням понад 4 мільйони, і лише третина з них – башкири. Адже Росія століттями знищувала цей народ. Народ насправді войовничий. На території сучасної Росії тільки чеченці та башкири постійно воювали з московитами. Та чи здатен цей народ нині розхитати ситуацію всередині імперії? Що башкири думають та кажуть про росіян і чому Путін їх боїться? Про це я буду говорити з Русланом Абасовим. Нині він керівник комітету Башкирського національного руху за кордоном, а також співзасновник організації «Башкорт». Її визнали екстремістською на Росії. Та Айгуль Леон, журналісткою та лідеркою національного руху башкир та татарів в Південній Каліфорнії. Але, друзі, перш ніж ми почнемо розмову, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Обіцяю, ця розмова буде дуже цікавою. Дякую, що знайшли час и завітали до нас. Добрый день. Дякую, добрый день. Украинцы очень громко услышали о Башкортостане в январе этого года. У вас начались протесты, мы стали интересоваться, а что это за республика, что это за народ. Чем вы гордитесь в первую очередь? Какие ваши особенности? Вот кто вы? Мы друзья, потому что мы одинаково боремся за свою независимость, за свою идентичность и пытаемся очиститься от русского мира. В этом мы как бы союзники и братья как бы. А насчет Башкортостана, это очень красивая республика. Я вот езжу по Украине и вижу какие-то общие красоты, например, очень зелено, как и у нас здесь. Правда, у нас нету ни акаций, ни каштанов, но у нас свои там прелести. У нас липы очень много. Липы. А здесь тоже липы. Больше очень всего, много. я читала где-то один из фактов, что у вас очень много лип растет. У нас там. мед, Да, считается мед один из лучших в мире, и он входит в рацион космонавтов. Именно башкирский мед. Да. Вообще, Республика Башкортостан называют второй Швейцарией. Она расположена на Южном Урале. И мы наполовину европейцы, наполовину азиаты, можно сказать так, потому что вот наша республика, она частично в Европе, частично в Азии. И у нас менталитет соответствующий. Мы азиаты, но в то же время мы и европейцы. Да? Мы автохтонный народ, мы там сформировались. Мы ниоткуда не пришли. Мы там сформировались как народ, мы коренные. Башкортостан походить від назви племені башкирів, корінних мешканців Південного Уралу. Цей етнонім відомий з 12 століття. Башкири мешкали по обидва боки Уральського хребта. Башкири платили ясак, данину і несли військову службу на користь тих держав, до складу яких племена входили в 12 і першій половині 16 століть. Волзька Булгарія, Золота Орда, Казанське і Сибірські ханства, Ногайська Орда. Натомість башкирські бії, лідери родів племен, отримували від ханів ярлики на володіння землями. У такий спосіб вони зберігали автономію на родових землях Південного Уралу. Росія з'явилася там лише всередині 16 століття. Это наша земля. Это наша земля, и эпос «Урал-Батыр», там он прямо и он рассказывает о создании мира и создании этой земли, и где вот этот наш главный герой Урал-Батыр завещал нам, башкирам, биться за эту землю до конца. І що ми робимо? Башкири тричі підписували договори з Московською державою. І всі 3 рази ці договори було порушено з боку Москви в односторонньому порядку.
Вперше після захоплення московитами Казані у 1552 році Іваном IV Грозним. Російські історики стверджують добровільно, але є версія про примусове приєднання свободолюбивого народу. За договором башкири мали воювати на боці росіян і платити символічні податки. Натомість Московське царство обіцяло автономію, не чіпати землі і релігію. Але московити порушили цей договір. Землю відібрали, стирали ідентичність башкир, проводили примусову християнізацію. Понад 200 років башкири піднімали повстання і боролися за свободу. На той час Москва вже почала завойовувати Сибір, відрізала башкири від казахів, і народ опинився всередині Росії. У 1917 році лідер башкирського національно-визвольного руху Ахмед Закі Валіді заснував Першу Башкирську республіку. Та коли Колчак відмовив усім народам у праві на самовизначення і наказав розпустити всі національні уряди, башкирське військо перейшло на бік радянської влади. Закі Валіді у 1919 році підписав угоду з Леніним. Більшовики визнали башкир, а потім вкотре окупували. У 1991 році перший президент Башкортостану Муртаза Рахімов проголосив суверенітет. Він підписав вже третій договір з Росією. Через 10 років Кремль знову його порушив. Урізав усі права, суверенітет, конституцію. Башкиры, если посчитать, около 270 лет воевали за свои земли, поднимали восстание. Можно набрать против просто, Российской империи. загуглить башкирские восстания, там выйдет масса. Каждые 30 лет башкиры поднимали восстание. Сперва были войны, потом, когда уже нас все больше и больше, скажем так, окружали, закрепощали, уже были Забирали восстания. земли также, да. Да. И почему каждые 30 лет? Потому что вот вырастает поколение, доходит ему 30 лет, у него он женится, рождаются дети, и какое-то происходит событие, после которого башкиры поднимают восстание. Восстание, допустим, терпит поражение, людей многих убивают на каторгу, но их дети видят это, растут, им становится 30 лет, они женятся, рожают детей и идут на восстание. И каждые 30 лет это повторяется. Но сейчас, мне кажется, скоро будет опять 30 лет. Развалился Советский Союз, да. Вы тогда имели свою конституцию. Вы же, вот Татарстан тогда попробовал, да, был референдум. У вас же тоже было. Да, все абсолютно было идентично. И вот я говорю, что если взять из народов России, кто больше всех понимал восстание, это чеченцы и башкиры. И опираясь на те восстания, на тех героев, мы их всех знаем, мы их всех помним, многим стоят памятники. Наш национальный герой Салават Юлаев — это по сегодняшним меркам это человек, который выступал против центральной власти, против Москвы, против империи. И он стоит... Соратник Пугачева. В честь него назван город, в честь него назван хоккейный клуб. Стоит один из крупнейших памятников в Европе, конная статуя. Когда башкиры входили в состав московского государства, о том, что мы будем принимать участие во всех войнах этого государства. Но в ответ они должны были не трогать наши земли, оставить самоуправление нам, самим башкирам, не трогать нашу религию. Но они очень быстро нарушили свої договори. 15 січня 2024 року в місті Баймак в Республіці Башкортостан розпочалися протести, викликані порушенням кримінальної справи проти активіста Башкирського національно-визвольного руху Фаїля Алсинова. Тисячі людей вимагали звільнити від переслідування активіста. Ці протести стали найбільшими у Росії з початку повномасштабної агресії проти України. Что это были за протесты? Почему они возникли и к чему они привели? Вот начнем с этого. Айгуль, наверное, я сейчас, да, Да, скажу? пожалуйста. Вообще корень этих протестов, он очень глубокий. Тот человек, которого судили, это вот один из лидеров башкирского национального движения в республике, который остался еще на свободе. Фаиль Алсынов — это человек, с кем мы соосновали организацию «Башкорт». Он прекрасный оратор, очень хорошо разговаривает на родном языке. И он говорит такими словами, которые вот прям доносятся до каждой клеточки именно башкира. И за счет этого, за счет этих действий, плюс он отличный организатор, мы проводили много различных акций, выступали в защиту башкирского языка, культуры, традиций, истории, интересы Башкортостана защищали. Он завоевал популярность. Вот. А уже после протестов на Куштау, которые были 4 года назад, и тоже достаточно такие известные протесты были,
Он там стал уже популярный среди всего многонационального народа, потому что там участвовали в защите и русские, и татары, и башкиры, вне зависимости от национальности, вне зависимости от конфессиональности. Вот. После Куштау, хоть и поражение властей было, победа народа, но они, скажем так, затаили обиду, и очень многих потом начали преследовать. Фаиля Алсынова преследовали тоже, его там штрафы были, там его арестовывали, там на сутки сажали. И в итоге нашли зацепку. То есть после вот этих событий на Куштау вспыхнуло такое у нас экологическое движение очень сильное. У нас Республика Башкортостан очень богатая на природные ресурсы, и этим пользуются различные олигархи, беспредельно выкачивая. Вот у нас золото, медь, там все вот эти вот природные полезные ресурсы. И, ну, конечно же, народ против. Потому что они, вот, допустим, золото добывают и после себя оставляют лунный пейзаж. Там невозможно ни сажать, ни сеять, ни пасти скот, ничего. А наш народ живет этим. Ну и народ вот проводить начал сходы, выступать там против. Вот на одном из таких сходов Фаиль выступил. Он выступал на своем родном языке. И его речь исказили так, что перевели, якобы он там призывал к отделению, якобы он там оскорблял другие народы. И лично глава республики, воспользовавшись вот этим, написал на него донос. Все. На это завели уголовное дело, и это очень возмутило народ. Во-первых, возмутило то, что наш язык испоганили, исказили, и мы-то башкиры, которые владеют башкирским языком, мы все прекрасно знаем, что он говорил на самом деле. А преподнесли так, что как будто совершенно другое. Плюс он выступал за родную землю. То есть все наши предки, которыми мы гордимся, все наши герои, они всегда выступали в защиту своей башкирской земли. То есть для нас земля по нашему эпосу Урал-Батыр, она священная. То есть, да, башкиры обязаны защищать. То есть он ничего плохого не сделал, и то, что он сделал, этим как бы башкиры гордятся. И, конечно же, люди вышли. Люди вышли, в основном там практически все были башкиры, и сегодня 80 с лишним человек арестованных, это все башкиры. Там же было, все из двух этапов состояло. Первый день, когда должны были вынести приговор, собралось около 5000 человек, совершенно мирно, то есть. И они не ожидали, что придет столько народа, потому что они всегда, везде, через свою пропаганду, через свою вот это, они говорили, что у вас нет никакой... Эти башкирские националисты, это какие-то там такие мамкины экологи, у которых нет никакой поддержки, они ничего из себя не представляют. И тут раз, и выходит 5000 человек к суду. В город, который там в глубинке находится, все, приехало 5000, и их это ошарашило, у них не было тогда никаких сил, там ни ОМОНа, ничего. И они, испугавшись, перенесли суд через день, то есть на 17 число. Это было 15-го, перенесли на 17 и начали готовиться. Готовиться как? Они арестовали и посадили на 10 суток по надуманным причинам самых ближайших соратников Фаиля Алсынова, друзей. Те, которые имеют какой-то авторитет в народе, которые там могли бы толпу вот эту всю там, собрать там, или что-то там организовать, которых слушают. Их всех, скажем так, убрали. Тут же внесли еще до суда Фаиля Алсынова в список экстремистов и террористов, всероссийский. То есть тут же по нашему центральному телевидению пустили всякие страшные какие-то фильмы о Фаиле Алсынове, там всякие чудовищные там какие-то поклепы на него, что вот он такой, сякой, там плохой, нехороший, там. В общем, тоталитарная машина включила все свои Да, рычаги. Пропаганда начала работать. Да. И министр внутренних дел Республики Башкортостан официально выступил, сказал, что кто соберется на суд к Фаилю Алсынову, будут применяться самые жесткие меры. Нагнали ОМОН даже не местный, потому что местному не стали доверять, потому что Фаиль Алсынов, он пользуется авторитетом у всех, в том числе и у местной полиции, у башкирской. Нагнали ОМОН с соседних регионов. И все равно пришло не 5000, а уже 7000 человек. Представляете? На данный момент сидит по этим событиям больше 80 человек. И все недовольны, потому что они пострадали ни за что. Они пришли спокойно, их спровоцировали на эту драку, то есть, да, и потом еще всех пересажали. И многих там вообще как бы не участвовали ни в чем. Они просто считаются опасными для ФСБ, и под шумок их всех там тоже прибрали многих. Там не только посадили, но были погибшие. Да, убили одного человека. Один человек покончил жизнь самоубийством после допросов, а одного сделали инвалидом практически, да, сломав позвоночник.
Там есть такой вид пыток, когда там связывают, поднимают и копчиком бросают об бетон. Это же как бы не прибавляет плюсов власти. Это, наоборот, как бы вызывает гнев, и люди недовольны. Это видно в социальных сетях. Любой какой-то там провоенный там, или про-хабировский, Хабиров — это наш глава региона, какой-то там блогер или там политик, или там какой-то там национальный деятель провластный выступит, и там масса комментариев таких гневных идет против него. Люди недовольны, и это видно. Социальное напряжение растет, национальное напряжение растет. Сила на сегодняшний момент в Российской Федерации, которая протестная сила имеется в виду, и есть только у национальных республик. Да. Никакие русские регионы, глубокие русские, вот это, они Даже Москва. никогда не поднимают вас. Ну, Москва раньше как-то, да, Раньше, там, сейчас. да. А национальные республики, если проследить последние, там, это Ингушетия, это Башкортостан, это Якутия, это Дагестан, то есть национальные регионы. Почему? Потому что на нас сваливается двойной гнет. Если на русского, обычного русского, но ему за национальное восстание, понимаете, нет смысла, потому что все на русском языке, то есть как бы, да, русская культура, она в приоритете. А у нас двойное получается. Нас и по социальному признаку давят, и по национальному признаку давят. Нас запрещают наши языки, нашу культуру, запрещают наших героев, отнимают наши земли. А политика России на сегодняшний день — это уничтожение языка. Если языка нету и народа не будет, самосознание превратится даже в скотскую, не знаю, это уже перестает быть башкиром. Как бы работа планомерно идет, но вот это выход башкир, выступление за Шихана или в защиту Алсынова, это уже планы портит. Поэтому, конечно же, мы поднимаем восстание, Мы ждали, что эта волна станет, знаете, цунами и распространится по всей России. Этого не произошло. Почему? У нас есть такой рэпер известный, Алтынай Валитов. Он, кстати, после этих событий уехал в Америку. Он призвал народы, все народы России выйти, поддержать башкир. И мы тоже делали с своей стороны такое призвание, никто не вышел. Почему? Ну, потому что, наверное, на сегодняшний момент Россия еще очень сильна, имеется в виду как в плане репрессий. Но это вот как сравнить, знаете, вот Вторую мировую войну, когда одновременно там огромное количество войск было на фронте, и в то же время миллионы НКВДшников вывозили целые народы с Кавказа. У них были силы. У них были силы, и здесь то же самое. Пока еще не настолько, скажем так, ослабла Москва, чтобы можно было поднять. Но как только это случится, все... То есть нам пока не стоит ожидать, что на России откроется второй фронт? Все может случиться очень Да. как бы неожиданно. Все может быть. А что может стать этим толчком, черным лебедем? Как вы думаете? Что-то Ну вот национальное. смотрите, вот в Сирии гражданская война началась из-за чего? Из-за того, что мальчик написал на стене что-то там против Башара Асада. Его за это расстреляли, и поднялось восстание. Поэтому вот любой малейший, как что-то такое может случиться детонатором. Никто не знает. Но напряжение растет, все это усиливает. Это же мы видим, это чувствуем. Ну и какая вот мы какая готовимся к ситуация этому. сейчас у вас? Все деньги идут на войну, цены растут, социальная инфраструктура разрушается, не хватает там нормальной дорог нету, нормальные там, мы же видели, всю зиму у них лопались трубы, да, то есть люди сидели месяцами там в холоде, без горячей воды. Сейчас весной у них потопы начались, сейчас летом пожары начнутся. Уже начались пожары? Вот, то есть это же как бы, дает о себе, и людям не компенсируют, ничего не делают там. Мало того, кто-то начинает возмущаться, их тут же на них обрушиваются репрессии. Сейчас даже вот идет сознательная политика, когда говорят, вот ты башкир, но ты одновременно и русский. Ты чеченец, но ты одновременно и русский. Нам стараются внушить, что все мы русские. Не что россиянин? Да, что русские это как бы не национальность отдельная, а что вот эта вся идентичность, это все мы русские. Мы этому противимся. Мы говорим, нет, мы не русские, мы башкиры. Вот. А кто для вас русский? У нас есть такая поговорка: «Урухмен гулешкенде, артанан балта тут». Если перевести это, когда ты разговариваешь с русским, за спиной держи топор. Вообще, конечно же, не все русские враги. У нас в Республике Башкортостан живут русские, которые нас понимают, поддерживают. Но практически 99%, их очень мало, которые нас понимают и осознают нашу боль, и готовы признать, что мы
имеем право на независимое государство, но 99% против. Против нашей независимости. Еще буквально 30-40 лет назад в автобусах, когда ты разговариваешь на своем родном языке, тебе говорили: ты что? Говори на человеческом. Говори на человеческом языке. Вот примерно так, да? Здесь как бы тебя не понимают, мало ли ты что о нас говоришь. То есть вот людей выкидывали с трамваев. Вот, допустим, Уфа был такой русскоязычный город, что людей выкидывали с трамваев за то, что ты разговариваешь на башкирском языке. Вот когда поднимались восстания, башкиры пользовались моментом и тут же очищали башкирскую землю от русских поселений, все вот. Восстание подавлялось, русские вновь приезжали. То есть проходило какое-то время, они вновь заселялись. Очередное восстание вновь опять очищалось, старались как бы, да, старались избавиться. Но в итоге сегодня на данный момент русских живет даже больше, чем башкир в республике. Какое соотношение? Их 36%, нас 31%. И татар еще там 20 с лишним процентов. Вот. Ну а так, допустим, у нас говорят многие там в России. То есть, хотя Республика Башкортостан в составе России, вроде бы, да, но говорят там в России. То есть они осознают, что это как бы это Республика Башкортостан — это свое какое-то другое государство. Я всегда знаю, что получу по башке от русского. Там недавно в Лос-Анджелесе мы встретились с хорошим русским на почве там, как делать хорошую Россию будущего. И я пришла, я была одна, скажем так, как их словами, нацменка, остальные были там русскоговорящие, евреи. Там. На мой вопрос, вот просто от того, что, может, я с акцентом говорю, я почувствовала даже во взгляде этого человека, как бы либерала, что он на меня смотрит сверху вниз. Вот это чувство, когда они на тебя смотрят, даже если маленького роста, да, смотрят на тебя сверху вниз, я всегда это вижу и всегда замечаю, как на меня смотрят сверху вниз. Из России, но как бы недорусская, скажем, да. Поэтому у меня никаких отношений с русскими за рубежом, как бы. В Лос-Анджелесе я живу 15 лет, я не ходок. Ну, первый президент Чечни, да, говорил, у него была такая фраза, что рашизм самая из худших идеологий, хуже, чем фашизм. Вы согласны? Абсолютно. Вот это вот про то, что вы говорите, смотрят свысока, имперские взгляды. Ну, насчет фашизма не знаю, потому что как бы пока еще, может быть, и таких концлагерей пока нету, где прям физически, я имею в виду в самой России, пока еще. Но они семимильными шагами идут к этому. Семимильными шагами, и та политика, которую сейчас Путин продвигает, она прям очень похожа. И я думаю, что... Они бы вот так сделали бы эти концлагеря и засунули бы всех башкир, татар, любых народов, чтобы освободить земли и заселиться самим. Там нету проблем. Настолько ненависть, ксенофобия, против мигрантов, которых сами приглашают в Россию, да, этих азиатов, как они сабантуй устраивали под видео, которому там ухо отрезали, да, это же показатель, это народ. Самый простой пример — это вот бурятка, девушка, которая гражданин Российской Федерации, чья национальная республика входит в состав Российской Федерации. Про нее написали новость в Санкт-Петербурге о том, что она жительница Санкт-Петербурга, и что она родила там дочку или сына самого первого там в 2023 году. Точно. И про нее написали. Вот первый житель 2023 года, бурят, мать, там, бурятка, там такая-такая, ее фотография. И там тысячи комментариев. Черножопые, узкоглазые, понаехали сюда, вот не могли найти русскую, что ли. Там куча гневных ксенофобских комментариев. Поэтому это все есть. И вот с русским человеком, когда дружишь, у меня два лучших друга русские, да, я жил в русском селе, как бы, поэтому у меня нормальные с ними отношения. Но есть такой момент, что как только ты с ним начинаешь ругаться, ссориться прям очень серьезно, тут же из глубины души у него выходит узкоглазый, черножопый, там что-то чурка, авоярин, спустился с гор за солью, примерно так. Вот тут же выскакивает.
И с любым человеком точно так же, с кем-то вот на машине там где-то там в пробке пересеклись, и вот он начинает, ты чего там? Да, первое это насчет твоей нации Да, скажет. да, сразу же как бы, да, вот, но это выскакивает, то есть А когда начало становиться все хуже и хуже в отношении вот вашего языка, религии, вот если говорить вот период после развала Советского? с приходом Я Путина- считаю, да, я считаю, что в начале 2000-х изменилось все. Можете более поподробнее, вот что он стал делать? Ну, если вот 20 лет вас? назад у нас в школе, вообще с детского сада, если взять, пока заканчивал 11 класс, все было на башкирском языке. Мы изучали алгебру, геометрию, химию, физику, все на башкирском языке. То есть полный цикл образования. С приходом Путина все изменилось. Сейчас он ввел единый государственный экзамен сдачу только на русском языке. Соответственно, вот до 5 класса сейчас даже в самой глубинке башкирской, в самой деревне, где нет ни одного русского человека, дети учатся до 5 класса на башкирском языке, потом их все основные предметы переводят на русский язык. И в 2017 году вот, был принят законопроект, по которому запрещается преподавать насильно, так насильно скажем. На национальном языке, обязательно, как бы, да? Да, обязательное изучение, да. Все это закрылось, и теперь вот башкиры или там татары, любая национальность, они должны подписать заявление, что хотят, чтобы их дети учили свой родной язык в школе. Это Да, это очень возмущает нас. Почему? Да. Почему мы на своей родной земле, где башкирский язык является государственным языком, он равноправен русскому языку, должны писать заявление, чтобы нам разрешили учиться на своем родном языке. Это первое. Второе, никакого равноправия нету. Почему? Потому что вот в час в неделю, допустим, есть 7 часов русского языка и 1 час башкирского языка. 5 часов русского. Ну, 5 хорошо, 1 час. Да. Есть равноправие? Нет. Учитывая, что все остальное все равно на русском языке и учится. Это очень сильно ассимилирует нас. Молодежь забывает язык. Да. Это не то, что забывает. Школа нужна, чтобы дети научились читать, писать на этом языке. Если вы до 5 класса только делаете это, дальше уже ничего не делаете, естественно, дети перестают читать на этом языке книги или журналы, газеты, или вообще в интернете пользоваться башкирским языком. Соответственно, это уходит, и за одно поколение можно потерять все. Вот если одно поколение... Вот в 2017 году закон приняли, в 2027 году 10 лет, это одно поколение выходит из школы, которые не будут читать на башкирском, не будут писать на башкирском, не будут смотреть телевидение или слушать радио на этом языке. Мы, получается, теряем целое поколение, а через 30 лет у нас не будут даже те, кто писал до этого, допустим, те же журналисты, писатели. Им не нужно будет писать. Преподаватели, да. Им не нужно будет писать, потому что нету потребителя. Ну, Путин понимал, зачем он это делает. Конечно. Сознательно. Это Сознательно називається лінгвоцид, ми його називаємо лінгвоцидом. Республіка Башкортостан має значні запаси золота, міді, нафти і інших ресурсів. Проте за підсумками 2022 року регіон був на 20-му місці за якістю життя і в 3-му десятку за рівнем добробуту сімей. І це на тлі аномально високих доходів Російської Федерації від продажу нафти і нафтопродуктів. Путінська Росія перетворила Башкортостан на аграрно-сировинну колонію, яку грабує щодня. Вот Россию все давно, эта фраза, называют тюрьма народов. Вы согласны и почему? Абсолютно. Согласна, абсолютно. Да. Почему? Можете вот на примере вашего народа? В сегодняшний момент 2 переписи подряд уменьшаемся в численности. На сегодняшний момент 30% башкир не считают башкирский язык своим родным языком. У нас идет повальная ассимиляция. Нас гонят на войну, где мы умираем. Нас сажают наших лидеров. У нас запрещают организации. У нас от республики отняли все, что можно, все наши права конституционные. А чем быть довольным-то? Конечно, это тюрьма народов, и это она всегда так поступала. Империя, она же чем отличается? Что завоевывая один народ, она берет потом оттуда мужчин и отправляет их завоевывать другой народ. Когда-то украинцы участвовали в подавлении там каких-то других восстаний, в войнах вот этих вот имперских. Сейчас происходит, к счастью, вы сумели выйти из этой империи. Пусть до сих пор последствия идут, но, по крайней мере, вы свободные люди. Мы не можем этим похвастаться.
Почему Россия тюрьма народов? Для вас? Я сейчас думала, сидела, это действительно это настоящая тюрьма. Получается, вот в прошлом году тюрьмы освободили российские, да, всех зэков отправили на мясные штурмы. Вот аналогия, да? Казалось бы, вот тюрьма российская и наши народы. Не москвичи, не петербуржцы едут на войну, а именно вот эти наши народы должны, вынуждены погибнуть за идею русского мира, как и те зэки, непонятно за что. А вам не кажется, что это осознанный их выбор? Они специально так делают, чтобы уменьшить количество разных... Зэков? Нет, народов. Я имею в виду, что они специально проводят мобилизацию в регионах, в республиках для того... Не только потому, что они боятся, что Питер восстанет и там будет республика, а вот такая продуманная... Двойная цель. Конечно. Да-да-да. С первых дней войны, с первых дней мобилизации я выступала обращениями к своему народу, и каждый раз говорила одни и те же слова. Это уничтожение, физическое уничтожение уже наших мужчин, потому что дальше уже уничтожать нечего будет, потому что язык уже уходит, культура уходит, мы становимся бутафорским народом, мужчины исчезнут, детей перестанут женщины рожать. От кого теперь уже? И рожаешь ли башкира уже, вот, получается. Там по всем канонам действительно уничтожение народов малых, вот, нас. Двойной геноцид. Да. Одновременно они проводят геноцид в отношении украинцев, и одновременно они проводят геноцид в отношении народов, Ну, вот сейчас... сами находясь в стороне. Как у вас отреагировали башкиры? У вас началась какая-то волна эмиграции, вот, чтобы не попасть под мобилизацию? Вот, или вот как у вас По-разному, было? я считаю. По-разному. Народ раскололся. Да. Но очень много уехало. Часть выехала сразу в Казахстан. Часть выступила против. Многие вот, я могу, скажем так, может быть, что ли, с гордостью сказать, да, что вот с организацией Башкорт, с нашей, которую запретили, а у нас было тысячи сторонников, в одной только там официальной нашей группе ВКонтакте 60 тысяч подписчиков было. Нету ни одного, кто поехал добровольцем там, или там призывал к войне, нету. То есть у всех правильное воспитание было, идеологическое. Но очень много башкир, как бы, которые поддержали, которые, вот, и были такие люди, которые говорили, вот недавно Юламан, да, рэпер наш, выпустил альбом, и он там приводит цитаты наших башкир, которые выступали за войну. И один говорит там, вот там украинцы запрещают думать русским, на русском языке, запрещают разговаривать им, это неправильно, мы должны как бы остановить их. Ну вот башкир переживает настолько за русских, и еще мало того, он настолько пропитан этой русской пропагандой, что он верит тому, что там как бы... Одновременно его здесь запрещает его язык, уничтожает его природу, сажает его башкирство, убивают его башкир, а он переживает за русских, что вот там где-то на Донбассе как будто бы запрещает разговаривать. Я говорю, ну что, бред. Так что вот такой вот раскол был. Ну вот гробы приходят, да, больше всего погибших. Второе место по России Башкортостан занимает по количеству погибших. Какое количество? Еще недавно было третье. Уже второе. Больше 2000 это официально. Да. Если учитывать еще плюс ранение, что раненый идет 3 к 1, то плюс вот еще столько там коллег всяких и так далее, и так далее. А почему которые... так? Потому что больше всего и идут или что? Ну почему такая статистика получается? Довольно много отправили из Башкортостана, да. Первый период, да? Во-первых, у нас многочисленная республика. Мы один из таких, у нас 4 миллиона проживает жителей. И у нас очень много. Но сразу надо сказать, что там не все башкиры, потому что башкиры составляют 1/3. То есть там много татар, много русских, как бы, ну, как бы есть и башкиры. Первое время ехали те, которые были вот пропитаны этой пропагандой. Они верили, что они там защищают там священную землю, что там священная война какая-то, что там нацистов. Героями захотели стать. Они когда кончились, потом пошли за деньги. Люди, у которых, наверное, в тяжелом положении оказались, там, закредитованные, в долгах там, или еще что-то. Пошла эта партия. Сейчас они кончаются практически. Сейчас уже взвинтили зарплаты, еще больше, там в 2 или в 3 раза повысили тем, кто хочет ехать. Но и, насколько я знаю, держу пульс на руке, нет, желающих нету уже.
Сколько платили и насколько подняли? Платили, если брать в евро переводить, от 2 до 3 тысяч евро человеку. Это очень хорошая зарплата, потому что средняя зарплата в Башкортостане это 300-400 евро. 300-500 евро. И люди ехали, да? А сейчас подняли до 10 тысяч практически. И в некоторых регионах по миллиону уже платят. Ничего себе. И не едут? Или едут? И- Все-таки это деньги играют роль? Деньги играют роль. Все-таки Россия обеднела. За 20 лет сильно обеднела, народ идет за деньги, действительно. Но глупых уже намного меньше. Почему? Потому что человек может просто посчитать, если он учился в школе, что вот за этот миллион он может заработать за 10 лет. Еще многих обманывает. Да, это обман. Многих обманывают тем, что говорят, что вот набирают водителей, сварщиков, там говорят, что вот ты будешь там работать где-нибудь там в тылу, будешь возить хлеб, будешь возить там боеприпасы, ты будешь лечить там в госпитале, убирать там утки за ними, да, какому-нибудь там мужику 50 лет, которому, допустим, или 40 лет. Строительство. Строительство, да. Мостов, ремонт мостов. А на самом деле? А на самом деле их А на самом деле привозят. вместо лопаты им дают оружие какое-то ржавое. Не научившись стрелять. И да, да. мясо, пожалуйста, да. да. Я смотрела ваше одно из интервью, вы сказали, что молодежь закончилась, да? Что сейчас набирают больше уже людей постарше. Молодежь, Потому что нам в Украине кажется, молодежь что на закончилась. России ресурсы не заканчиваются. Глупая ни молодежь закончилась. оружие не заканчивается, ни человеческий ресурс. Вот такое вот впечатление. Так они вот это построили, эту пропаганду. В последнее время уже 40 плюс идет. Вот у нас есть канал Ищи своих. Башкортостан. Башкортостан. Там, если посмотреть статистику, там огромное количество 60-летних, 40-летних, 50-летних. То есть людей, у которых как бы, уже, это вот еще советские люди эпохи. Ну, они же сейчас уже включили машину репрессий, уже заставляют идти мобилизации. Да, вот или хотела нет? Какая сказать, вот, там же идет еще разнарядка. Глава у нас очень хочет выслужиться и остаться на второй срок. Вот этой осенью должны быть выборы, если так назвать. И он, естественно, очень хочет выслужиться. Там, это хуже, чем в советское время. Там предлагали за 3 года пятилетку, и эти, там, если, допустим, отправить надо 1000 человек, они уже из штанов выпрыгивают, отправляют 2000, да. И, естественно, идет по разнарядке по районам главам, а дальше уже сельсоветам, и из деревень просто народ настолько безвольный, безденежный, бедный, их просто уговорами, там, «Эйда, обзы, пошли на фронт, ты будешь героем, победим». Когда мне говорят, что вот наши там солдатики бедные, их отправляют, я говорю, слушайте, во-первых, я ни одного не видел человека, которого под дулом автомата увезли бы, в наручниках увезли бы на фронт. Все идут сами, это раз. Отказаться всегда можно в любой момент, границы еще пока открыты. Плюс набираешь в интернете любого оппозиционера, включаешь его и слушаешь. Альтернативная информация есть. То есть нельзя сказать, что они сидят там в вакууме, и там железный занавес, и они ничего не знают. Все знают. Все знают. Нет, они еще заходят туда и пишут свои ватниковые комментарии. Поэтому как бы те люди, которые сюда поехали, это все оккупанты. Все оккупанты, все преступники, военные преступники. И когда Башкортостан станет независимым, будет разбирательство со всеми. Почему поехал, с какой целью поехал, какие преступления совершал или не совершал, в зависимости от тяжести преступлений, которые он совершил, соответствующее наказание будет. 9 травня 2024 року український далекобійний дрон здолав рекордні 1500 кілометрів і уразив НПЗ «Газпром-Нафтохім Салават» у Російській Республіці Башкортостан. «Газпром-Нафтохім Салават» є одним з найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки і нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, диспалива та інших видів нафтопродуктів. Но эффект был огромный. Эффект был, да. Ну, все испугались, потому что вот аж до Башкортостана долетело, если, ну, елки-палки, значит, как Там бы, пытались не всё так Казахстан хорошо. обвинять. Да, что якобы это с Казахстана, может быть, прилетело. Правительство Башкортостана горело, конечно.
Да, тем более на 9 мая. Там Чувствовалось. Хабиров выступал, он там дрожащим голосом, как бы но он понимал, что это... Что ваша республика дает российской армии, да, вот в Ресурс. Татарстане какой ресурс? В Татарстане, да, что там КАМАЗы, да, которые все а у вас? Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в Европе. То есть это бензин, это солярка, которая снабжается армией. У нас есть завод УМПО, где выпускают двигатели авиационные. Это тоже стратегический объект, считается военный. Вертолеты делают у нас. Ну, как бы есть. Есть куда прицелиться. Есть те предприятия, которые непосредственно участвуют в войне. И люди, и я тоже обращался к этим людям, я говорю, люди, вот, которые вы там работаете, вы все соучастники преступления, все соучастники этой преступления в этой войне. Сейчас нету такого, чтобы вот под дулом тоже автоматов заставляли там работать, и никуда ты не можешь уйти. Ты можешь уволиться, если ты осознаешь, что то, что ты там делаешь, убивает украинцев, убивает мирных жителей, женщин, детей, стариков, разрушает города. Если ты это понимаешь, ты должен просто уволиться с работы. И работы море, потому что не хватает рабочих рук. Ты можешь уехать на север куда-то работать, там, я не знаю, где-то, но не работать в военной промышленности. Именно поэтому вы являетесь законной целью. Вы должны осознавать это. Для вашего народа тоже сейчас очень стратегическое важное время. Мы считаем, Если сейчас ничего не будете делать, ну не останется. Вот если такими темпами все пойдет дальше. Я считаю, что нашему народу осталось, если мы будем находиться вот в этой же системе, которая не изменится абсолютно, лет 50 максимум, 50-70. Нас пока спасает только численность. Мы все-таки достаточно крупный народ по российским меркам, нас 1,5 миллиона, и мы 4-й по численности. А вот если взять таких народов, как буряты, как Эрзия там у них. Эрзия, Мокша, да, калмыки, которых 250 тысяч. Тыва. Я Их вчера вообще прочитала, не там на каждого убитого москвича 50 тывинцев. А это небольшой народ. Вот, и мы понимаем, что у нас осталось очень мало времени, и вот перед нами открылось уникальнейшее окно возможностей раз и навсегда порвать с этим миром и обрести независимость. И сохраниться как народ. Потому что я живу в Литве, я вижу, что народ, который еще буквально был в этой тюрьме народов, как он живет прекрасно. Молодежь вся разговаривает на литовском языке. Абсолютно, то есть как бы никаких проблем. И мало того, вроде бы литовский язык, он такой уникальный, что у него нет родственных языков, да, он один такой в мире. Но на нем вся медицина. Кофе берешь даже, все на литовском тебе говорят, да, все компьютеры, все программное обеспечение, все на литовском языке. То есть можно же, значит, жить. Эстонцы, их меньше, чем башкиры, всего 900 тысяч. То же самое, все на эстонском языке. И прекрасно живут и развивают свой язык. Ну, а мы-то, у нас родственных народов огромная куча. Турки, казахи, Да. мы можем у них что-то брать. Тюркский мир большой. Поэтому как бы у нас все шансы есть, да, если мы освободимся, сохраниться, развиваться. Вы сказали, что сейчас у вас открылось окно возможностей. Что вы имеете в виду? Это победа Украины и независимость. У нас открылось уникальное окно возможностей, чтобы стать независимым государством. Для этого нужно, чтобы Россия проиграла, для этого нужно, чтобы Россия распалась, потому что, как я недавно говорил, что даже если, как либералы, там, да, некоторые говорят, что мы не против, что национальные республики даже пусть будут свободны, как бы, да, но если даже национальные республики все отойдут от России, это будет все равно огромная страна-монстр с имперским мыслящим населением, который рано или поздно вот этот реваншизм захватит, как после Первой мировой войны у немцев. Придет к власти какой-нибудь Стрелков-Гиркин очередной, который скажет: нас нагнули, нас обманули, нас унизили, мы великий народ с великой историей, с великой культурой. И все повторится. Поэтому Россия должна быть расчленена на десятки независимых государств. Должна быть Уральская республика. Уральцы точно так же терпят во многом как бы гнет Москвы, потому что у них точно так же выкачиваются ресурсы. Сибиряки, Сибирская республика должна быть. Ингерманландия, кубанцы, там, поморцы и так далее, и так далее. Должно быть десяток. Да, какие-то будут слабые республики, начнут, возможно, объединяться, чтобы выжить. Какие-то
республики станут, возможно, диктаторскими, как сегодня Туркменистан и Белоруссия. Это необратимый закон природы. Ну так. Но все равно это же не огромная страна, которая угрожает ядерным оружием всему миру. Со всеми можно будет договориться. И даже Туркменистан не трогает диктаторскую страну, если она не лезет ни на кого. Живите в своем мане-мирке, там варитесь. Если народ устраивает, что вас там считают за рабов, ну, значит, вы такие. Вот вы говорите, когда Башкортостан станет независимым. Как вы это представляете? Когда? После чего? Что должно произойти? Вот. Я как-то выпускал видео по этому поводу, когда станет Башкортостан может стать независимым. Я считаю, что должно... Во-первых, это может случиться в любой момент со смертью Путина. Потому что я считаю, что у нас в России власть персоналистическая. Все держится на одном человеке. Как только он умрет, власть посыпется. Потому что вокруг Путина есть кланы, кремлевские кланы, у которых свои армии целые, свои олигархи, свои люди, посаженные в разных регионах. И таких кланов много. То есть все поделено между собой, и они друг друга очень сильно не любят. Вот эти вот войны, когда там ФСБшники арестовывают генералов МВД и находят у них там миллиарды, когда МВДшники арестовывают генералов ФСБ, это же все войны внутренние. И когда не станет верховного вот этого смотрящего, вот этой всей мафиозной структуры, все посыпется. И вот тогда у нас появится шанс взять власть в свои руки. А вы как думаете? Я согласна, мы поэтому и единомышленники. А если вы говорите, что Украина должна выиграть, вот тогда мы сможем... Не должна, она обязательно выиграет. А мы вот в свою очередь ждем, чтобы нам помогли открыть этот второй фронт. Не знаю, может опять Чечня, может этого не будет? Почему? Там все так закручены гайки так сильно, что вот не откроется второй фронт. Да, во-первых, смотрите, да, все закручено настолько, что все репрессии уже прошли еще несколько лет назад, задавили всех, кого можно. Во-вторых, ну, Чечня, она же, перед тем, как началась война, она уже 4 года была как свободное государство. Она захватила все военные части у себя внутри, у нее было оружие, и у нее как бы был президент свой, да, который был против Москвы, который был за независимость, и там идеология независимости, она культивировалась в течение нескольких лет. А сейчас такого нету. А у нас 25 лет, уже мы живем под пропагандой, что Россия великая страна. У нас нет оружия. У нас, даже если кто-то бы и хотел бы, но нет оружия. И у нас нет возможности, чтобы вот, ну, хотя бы была бы какая-то там территория, которая была бы очищена от этих рашистов, где мы могли бы там собраться, открыто обсудить, вооружиться в случае чего. Этого нету. Но вы верите, что сможете выбраться? Я глубоко уверен. У нас просто нету других вариантов. О чем сегодня вы больше всего мечтаете, планируете, вот, подводя итог нашего разговора? Я после посещения Киева, Украины, мечтаю, чтобы Украина победила. Этот народ должен победить. Я мечтаю, что на территории всей сегодняшней Евразии все государства будут жить как по типу Евросоюза. То есть, да, открыто, свободно, не унижая друг друга, не воюя друг против друга. Мирно развиваясь, каждый в своей стране, каждый в своей республике, каждый народ достоин своего государства. И я бы хотел, чтобы в Башкортостане, в Уфе, у нас в столице, открылось посольство Украины, чтобы в Киеве было посольство Башкортостана, чтобы мы могли бы, мы вам вкусный наш мед привозили бы. А вы нам свой. Так что посольство вот на улице Закива летит. Да, да. Пусть так и будет. Спасибо вам большое, что пришли и рассказали, поделились своими мыслями. Спасибо. Спасибо вам. Дякуємо.